Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан закупит 6 новых пассажирских самолетов Boeing. Сердар Бердымухамедов утвердил 7-летнюю стратегию международного сотрудничества молодежи, а ВАЗа встречает участников международного фестиваля и другие новости. 6 новых пассажирских самолетов американской компании Boeing пополнят технический парк агентства «Туркменские авиалинии». Согласно подписанным президентом Сердаром Бердымухамедовым постановлениям, Туркменистан закупит 4 лайнеров модели Boeing 737-8 и 2 воздушных судов модели Boeing 777-367ER. Решение о закупке новой авиатехники принято в целях последовательной модернизации парка воздушных судов и обеспечения безопасности полетов. Стратегию международного сотрудничества молодежи Туркменистана на 2023-30 годы утвердил президент Сердар Бердымухамедов, подписав соответствующее постановление. Документом предписано профильным министерствам, ведомствам, хакимликам вилаятов, городов Ашхабад и Аркадак обеспечить реализацию данной стратегии. Ранее сообщалось, что вышеназванная стратегия нацелена на развитие сотрудничества между молодыми туркменистанцами и их сверстниками из других стран мира в различных сферах. В национальную туристическую зону АВАЗа прибыли участники открывающегося 13 июня международного танцевального и фольклорного фестиваля «АВАЗа-2023». Творческий форум собрал самобытных исполнителей, этноколлективы и танцевальные ансамбли из Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Румынии, России, Таджикистана и Узбекистана. В их числе популярные за пределами своих стран фольклорные группы, многие из которых не раз принимали участие в культурных мероприятиях, проводимых в Туркменистане. Очередной выпуск курсантов состоялся в высших учебных заведениях военных и правоохранительных органов Туркменистана. Организованные по этому случаю мероприятия по традиции начались с возложения цветов к памятникам педагогу, отважному воину Бердымухамеду Аннаеву и почетному ветерану органов внутренних дел Мяликулы Бердымухамедову. Яркие букеты цветов легли также к подножью величественных монументов мемориального комплекса «Народная память». Местом чествования выпускников стала площадь перед монументом Конституции. В этот же день в Балканском вилаяте на площади государственного флага в национальной туристической зоне АВАЗа города Туркменбаши состоялось торжественное чествование выпускников Военно-морского института Министерства обороны, которым были вручены офицерские удостоверения. Ак-Калпак, игра Кокбору и Всемирные игры кочевников пополнили список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для вручения сертификатов Бишкек посетила генеральный директор ЮНЕСКО. Ак-Калпак – национальный головной убор, символизирующий горы и чистоту. Традиционная игра Кокбору в древности включалась в военную подготовку юношей, а сейчас является развлечением. Гордость Киргизстана – Всемирные игры кочевников. Первый раз они прошли в 2014 году и собрали почти 600 участников из 19 стран. Сейчас в играх соревнуются по 47 видам национального спорта. В республике игры проводили 3 раза, затем передали эстафету другим странам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области. Известно, что 14 работников одного из лесничеств Казахстана погибли в результате пожара, возникшего из-за ударов молнии. Площадь возгорания составляет более 60 тысяч гектаров. К ликвидации пожара привлечены свыше 1000 сотрудников различных ведомств. Соболезнования в связи с трагедией президенту и народу Казахстана выразили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Сборная Туркменистана по футболу сыграла в ничью с национальной командой Таджикистана в матче первого тура группового этапа CAF Nations Cup 2023. Встреча завершилась со счетом 1-1 на стадионе Пахтакор в Ташкенте. На 57-й минуте счет открыл нападающий Алты-Насыра Мурат Аннаев. Футболисты сборной Таджикистана спасли положение на 87-й минуте усилиями нападающего Нуриддина Хамракулова. Лучшим игроком встречи признан 22-летний вратарь Аркадага из сборной Туркменистана Расул Чарыев. На групповом этапе турнира команде Туркменистана предстоит провести еще 2 встречи – 14 июня со сборной Узбекистана и 17 июня с Оманом. 16-летняя Лейла Шохрадова из Туркменистана завоевала бронзовую медаль на проходящем в Батуми первенстве мира по шахматам. Этого успеха ученица 10 класса 31-й средней школы Донецкого этапа Либабского вилаята добилась в категории девушек не старше 16 лет в формате «Рапид»,
в котором каждому игроку выделяется по 15 минут с добавлением по 10 секунд за каждый ход. По итогам 11 туров Лейла Шохрадова набрала 8 очков, уступив лишь представительницам России и Беларуси. Футболисты английского Манчестер Сити обыграли итальянский Интер в финальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Стамбуле и завершилась со счетом 1-0 в пользу горожан. Единственный мяч на 68-й минуте забил полузащитник Родри. Манчестер Сити впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Итальянские команды в текущем сезоне вышли в финал 3 Еврокубков и уступили в каждом из них. В финале Лиги Европы Рома проиграла испанской Севилье, а Фьорентина в финале Лиги конференции потерпела поражение от английского Вест Хэма. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.